Проблема строительства жилья, пожалуй, самая актуальная в северных районах республики. Это обусловлено сложной логистикой, коротким периодом возможности строительных работ и, что не секрет, отсутствием средств. Чтобы обеспечить граждан комфортным и безопасным жильем, в стране реализуется программа расселения аварийных домов. Уснер вошла в первый этап программы в 2012 году и продолжает ее реализацию до настоящего времени. За этот период в поселке построены 17 новых трехэтажных домов. Переселено из ветхого и аварийного жилфонда более 350 семей. Кроме того, собственники жилья имеют право выбора – квартиры или компенсации. Получившие компенсацию часто уезжают, снижая этим численность проживающих в поселке. Это тоже не всегда радует. Уезжают специалисты, которых и так не хватает. Все эти годы строительство по программе ведет общество с ограниченной ответственностью «Стройкон». Организация «Стройкон» в Амиконском районе работает с 2013 года. По программе переселения, которую у нас несколько этапов уже отработали, 2012 год, 2019 год, и с 2019 по 2025 год у нас построено более 15 домов. В прошлом году был сдан трехэтажный шлакоблочный дом. Сейчас идет строительство трехподъездного, четырехэтажного, 52-квартирного нового дома. С компанией «Стройком» поселок Уснера работает связано, взаимодействие у нас есть. Они нам всегда помогают по благоустройству, идут навстречу к нам. Поэтому работаем совместно, так как строительство идет для населения. Мы всегда отзывчивые. Новые дома, которые уже сданы, они, конечно, стоят на гарантийном сроке. Жители обращаются и к нам, и напрямую «Стройком». Если есть какие-то недоделки, команда сразу приходит к жителям, проводятся проверки сотрудниками администрации в присутствии строителей компании «Стройкон» и устраняются за более короткое время. Постоянно кто-то из работников или, может быть, прораб или кто-то Стройкона здесь находится, проживает? Да, на территории поселка проживает постоянный начальник участка Абрамов Михаил, с кем мы непосредственно работаем и всегда на связи. У них в поселке Уснера идет обслуживание этих домов до окончания гарантийного срока, поэтому вопросы решаются оперативно. Дома строятся по графику, оперативно, потому что если взять строительство нового дома, растут, можно сказать, как грибы. Качественно. Главное, чтобы было качественно. Вот. А так, в принципе, у них бригада в полном объеме, работников у них достаточно, поэтому работа идет по графику. Если первые годы строительства это были быстро возводимые дома из легких панелей, то 2 прошедших года строят в каменном варианте. Этот 17-квартирный дом принял Новоселов в канун 2024 года. Весной этого года начаты работы на новой строительной площадке. Здесь встанет трехподъездный 4-этажный дом на 55 квартир. В Уснере мы работаем уже с 2019 года, с 2019 года. Построили на Кривошапкино дома, уже фундаментами занимаемся, сваи ставим. И вот сейчас трехподъездный дом. Грунты, в Уснере тяжеловатые, конечно, никто не едет. А что значит тяжеловатые? Камень, галечник камень идет с 3 метров и до конца, вот, сколько мы бурим. Говорят, раньше здесь было болото. Было болото, да. Мы сейчас работаем с обсадной трубой, технологии соблюдаем, чтобы перекрыть воду. Есть свои сложности в работе нашей. Ну, где их нету сложностей? Все в порядке, делаем. Бригада 35 человек. С инженерным составом 40 человек у нас в общем. Сейчас идет буровые работы. Вчера вот 2-я буровая приехала. Они сейчас начнут вот
со второго подъезда уже начинать буровые работы. Ребята опытные? Ребята все опытные, да. В прошлом году, которые работали, они все тут. В этом году планируется сейчас короб поставить. Так. И сдача объекта планируется на следующий год, на 4-й квартал. Дом 4-этажный будет сам, 3-подъездный. 55 квартир всего будет. И однокомнатные, двухкомнатные, трехкомнатные. Мы пока от графика не отстаем, наоборот, вперед идем. Пока, глядя на строительную площадку, слабо верится, что к осени следующего года новый дом заживет своей жизнью. Однако строители уверенно нас убеждают, что все исполнится в срок. У нас, согласно по проекту, все действия, именно все движения по работам, они прописываются именно в проекте. Там идет и с датами и так далее. В определенный день, определенные действия, определенный объем я должен уже поставлять, например, по материалам. В моей части задача там заходит именно вот поставка, приемка именно материалов, которые едут с города Якутска, складировать на участке на Гагарина 16 дом 1 у нас, 16 дом 1. И своевременно именно по требованию нашего вот мастера, например, либо прораба, я направляю им материалы с базы вот сюда отписываю, получается. А также в этом и контроль, работа над ВСУ. ВСУ — это у нас бетонно-смесительная установка. Она идет у нас с дробильной установкой. И она своевременно также, согласно графику, мы будем оттуда подавать именно цемент. То есть у нас там завод стоит, у нас 2 миксера в этом году будут бегать и именно производить заливку. Именно вот видите, уже фундамент готовый стоит. И в этом году, что хорошо, что поменяли, идет сейчас модернизация именно дробильной установки. Если мы в том году или позапрошлом году там давали только 20 кубометров там, в день делали, то сейчас уже выходим где-то на 80 кубометров, 100 кубометров в день. Это у нас новая дробильная установка, которая нам должна обеспечить в течение всего строительства. Я должен уже выдать около 3000 кубометров именно материала, дробленного, бетонной смеси и так далее. Трудности есть какие-то в работе? Трудностей у нас нету. Все хорошо, что у нас местные материалы все именно скальные породы и так далее. В том году мы уже в местном карьере в Аймяконском районе прошли экспертизу, лабораторную проверку. Она у нас прошла. И с этого года у нас 10-го запланирован завоз именно этого материала в размере там 1500 кубометров этого скальника. И начнется у нас именно работа по дроблению, то есть подготовка материала к заливке получается. Трудностей у нас нет. То есть все по графику, все вовремя, да? Да, у нас все согласно. Даже опережаем на данный момент, например, график. Сейчас у нас, видите, уже первый подъезд уже готовый к заливке, это именно фундамента. Осталось у нас 2 еще подъезда. Дом 3-подъездный будет, 4-этажный. Ну, ваше впечатление, станет дом, да? У вас какие-то ассоциации с этим есть? Вот когда сдается дом, что вы ощущаете? Там все самые прекрасные ощущения. В том году уже сдавали вот этот объект. У нас Кирово-Шапкино 7. Это 1 подъезд, 17-квартирный дом. Так, 3-этажный был. Сдали в срок, вовремя. Кстати, она у нас самый лучший объект по переселению по республике получилась. Грамоту у нас генеральный директор Полушкин Иван Иванович получил в том году от Айсына Николаева. Благодарственное письмо. Также уверенностью могу сказать, что бригада у нас та же, которая в прошлом году была основная. Все работники у нас уже старые гвардии. Давно тут некоторые даже 2013 года здесь как начал работать Стройкон, там работают. Так что у нас проблем нет по работе. Не расстаются с надеждой и будущие новоселы. Нет-нет, да и прогуляются в районе новостройки, взглянуть, как продвигаются работы. С 1993 года проживаем в этом доме. Когда дом был полных, всех, как я имею в виду, квартиры все, было более-менее нормально. Сейчас осталось 2 квартиры в этом доме. Пережили 2 наводнения. Серьезных таких. После этого, кто уехал, кто получил компенсацию. А вот у нас квартира муниципальная. Единственная, которая в этом доме. Вот ждем теперь, когда будет сдаваться дом, и нам сказали, что мы должны получить там квартиру. В 2025 году
Ну, вот написано сентябрь месяц. Надеюсь, что так оно и будет. Да, ждем, когда будет. Будем жить, наконец-то, в новом доме, в красивой квартире, благоустроенной. Проблем не будет ни с водой, ни с отоплением, потому что отопление постоянно – это заслуга. То, что мы пережили эти зимы холодные, супруга и соседа. Так что ждем. Прям ждем, смотрим постоянно, на какой стадии уже. Мимо проезжаем и смотрим. Как нам рассказали в администрации поселка, в планах на переселение еще 26 домов. Уже готовятся документы для оформления отвода земли под строительство следующих многоквартирных жилых домов. Гости поселка отмечают красивые горные ландшафты, окружающие Уснеру, и говорят, что если вместо аварийных домов и заброшек встанут красивые современные здания, поселок вернет свое очарование.